Добрый день. Мы начинаем чеченский день около Бранденбургских ворот. Полностью название нашего мероприятия «День памяти жертв Первой и Второй российско-чеченских войн и борьбы с нарушениями законности на территории Чеченской Республики». Сегодня мы открываем здесь, около Бранденбургских ворот, выставку «Окончательное решение». Сегодня мы пригласили для выступления о проблемах чеченской диаспоры, о том, что происходит сейчас, в том числе с немецкими ведомствами и с европейскими ведомствами, о тех сложностях, которые испытывают сегодня живущие в Европе чеченцы, мы попросили выступить руководителя немецко-кавказского общества господина Экерхарда Мааса. Господин Маас возглавляет немецко-кавказское общество уже более 20 лет, и все те проблемы, которые были, с которыми связаны Может быть, я сам перевожу, легче будет. Пожалуйста, мы будем очень рады этому. Но позволите, я, может быть, продолжу. Я просто... Хорошо, делай. Вы хотели бы лучше на русском выступать? Да, я тоже сперва буду на немецком, потом на русском. Это легче будет. Хорошо, хорошо. Тебе не трудно помнить Спасибо. то, что я сказал. Спасибо большое. Ну, я сейчас это скажу на русском языке. Я уже 25 лет являюсь председателем немецко-кавказского общества. Я на конференциях в Грузии был конфронтирован с трагедией северно-кавказских народов, особенно чеченского народа, где тогда произошла первая чеченская война. Я сразу понял, там надо помочь, надо остановить эту войну, и надо тем помочь, которые под этой страшной войнах это страдали, а это более всего беженцы, которые к нам в Германию пришли после Первой войны, после Второй войны и даже сейчас после начала власти диктатора Рамзана Кадирова. Я не хочу говорить о тех проблемах, которые были много десяток лет с беженцами из Чечни. Я хочу говорить о несколько актуальных проблемах. Эта проблема всегда является в том, что только очень маленькое количество беженцев получает признание Бундесамтом миграции беженцев в Германии, потому что каждый беженец должен добивать свое право на азил, а это иногда нелегко. И я поддерживаю вот этих беженцев в своих конкретных проблемах азила и про социальную интеграцию. Что касается азила, моя организация поможет достать документы, которые докажут, что этим людям грозит преследование на своей родине. И его ни в коем случае нельзя туда послать обратно. Я вообще считаю, что никого не надо послать туда, в эту кровавую диктатуру Кадырова в Чечню. Это для меня, как бывшего правозащитника ГДР, это так, как будто один ГДРовский гражданин успел перешагать стену и прибывать в Западной Германии, а ему говорят, иди обратно. Так плохо нет в ГДР. Вступай в партию, тихо сиди, тебя никто не трогает. А в Чечню обратно послать в эту диктатуру, это много раз страшнее, потому что там страшная кровавая диктатура. Может быть, вы еще задайте мне вопросы?
какая-то карате. Или еще одну проблему Понял. скажу. Одна очень актуальная, конкретная проблема сейчас, это что Германия продолжает выдать чеченских беженцев, которых поставили в Интерполе, и о которых они говорят, что они совершили какое-то преступление, это в Чечне. Это упреки фабрицировано. Там это в Чечне, где можно, там такая коррупция, что любому человеку можно сказать, что он что-то совершил. И все-таки правовое государство Германии признает вот эти документы, выдает этих бедных людей Русской Федерации, и они их передадут это в Чечню, где им дадут это большие сроки за преступления, которые они вообще не совершили, и где их питают, где они издеваются над ними, и это просто страшно. У меня два вопроса, господин Маас. Первый вопрос. Вот слышали ли вы о американских санкциях по списку Магнитского, которые сейчас распространились в том числе и на представителей Кадырова здесь, в Германии? Слышали ли вы об этих американских санкциях и считаете ли вы, что было бы справедливо также и Германии санкционировать таких людей? Как вы считаете, здесь должна быть ярко выражена позиция правительства Германии? Конечно, я подтверждаю вот эти санкции против таких личностей, которые там в Чечне совершили это преступление, как сейчас в Америке, и чтобы им нельзя приехать больше и в Германию, и в Европу. По-моему, тоже в Германию уже принимали эти санкции, потому что это, конечно, страшно, если такие фигуры, как Визмурадов, который совершил страшные преступления, мог сюда приехать в Германию на какие-то соревнования бокса и здесь отдохнуть. Это, конечно, нельзя, и такие санкции давно надо принимать. Скажите, пожалуйста, тот судебный процесс, который до сих пор идет над убийцей Зелимхана Хангашвили, считаете ли вы, что может такое случиться, чтобы даже если убийца будет осужден, что его снова все равно выдадут России? Может ли так поступить Германия, как поступили когда-то, как Катар поступил с убийцами Яндарбиева, выдал России, и там их встречали с радостью и с похвалами? Может ли такое случиться, например, как случилось с убийцами Литвиненко, которые обласканы в России? Может ли так поступить также и Германия, выдать убийц обратно на родину? Я убежден, что это убийца Зелимхан Хангашвили через это правовым судебным процессом будет осужден, и что он свой штраф будет здесь в Германию это получить. И это я не вижу какой-то возможности, что Германию ее передадут, это Россия, это невозможно. Это не так, как у убийца это Яндарбиева, это вообще не представляемо. Я еще хотел спросить, вы ведь были лично знакомы с Зелимханом Хангашвили. Как вы считаете, вот когда Путин выступал на пресс-конференции, сидел рядом с Меркель, и ему задали вопрос, ведь там убили какого-то чеченского беженца, Путин, оказывается, очень много знает о Зелимхане Хангашвили, и Путин рассказал всем во всеуслышание, что это был плохой человек, что этого человека, ну, просто не надо жалеть. Вы ведь лично знали Хангашвили. Путин еще более страшно ответил Меркель на этот вопрос про Хангашвили. Он сказал, Хангашвили был убийцем, был террористом, и Россия имеет право его убить, потому что Дума принимала в 2006 году два закона. Первый закон – это что Россия имеет право убивать своих врагов даже за рубежом, а второй закон, что всех врагов можно называть террористами. Я хотел поблагодарить вас, господин Маас, и я хотел подчеркнуть, что это мероприятие организовано
немецкими ферайнами Анкремлин e.V. и ферайном Norddeutsche Koordinierungsrat Russischsprachige Bürger e.V. И мы очень-очень благодарны вам, что вы здесь нас поддержали, и что самое главное, что вы также поддерживаете чеченскую общину, как это делали и 20 лет назад. Спасибо вам огромное. Ich bedanke mich auch, dass ich hier reden durfte. Спасибо вам тоже большое.